إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь Газвату Сульх аль-Худайбия, поход, и также было примирение, Худайбийское примирение. Вместе случилось это, баракаллаху фикум, истории ислама, 6-й год хиджри, месяц Дуль-Хиджа. Мы сейчас находимся в месяце Дуль-Хиджа. Баракаллаху фикум. Вернемся к истории пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является для нас, дорогие верующие, примером. Также является он для нас имамом, за кем нужно следовать. И для верующих людей является обязательно изучить иман, единобожие. Также они должны изучить историю пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И также верующие люди должны изучить необходимые вопросы религии ислама. Итак, дорогие верующие, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, шел по шариату, по законам Аллаха. Нахтади бих, и мы следуем за ним. Мы тоже должны следовать за посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Ва аля сирати насир, его истории мы должны жить, дорогие верующие. Кана рагбату алейхиссалату вассалама асхаби. Желал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с подвижниками поехать на умру, из Медины умру в Мекку поехать. Желание у них было сделать умру. Однако курайшиты стали против того, чтобы они сделали умру. И Аллах субхану ва тааля, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, увидел сон, и Аллах сказал в сурате Фатхи об этом, дорогие верующие, что посланник, саллаллаху алейхи, осуществит то, что он увидел во сне. Сон пророка, саллаллаху алейхи, является истиной, откровением. Итак, когда посланник, саллаллаху алейхи, послал делегацию вместе с Усман бин Аффаном, чтобы договориться во время Шавваля, мы сказали, баракаллаху фикум, Зуль-Ки'да, то есть в месяце Зуль-Ки'да произошла как война, но однако не случилось. Газва они, получается, хотели сделать, то есть намерение было умра, чуть не стало газва. Без оружия только у посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И когда услышали сподвижники, радiyаллаху анхум, что Усман бин Аффана убили, Аша аль-Хабар, распространился слух, что Усмана убили. Когда послал, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха делегацию. Итак, после этого сподвижники собрались, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал их вокруг себя под деревом. Называется присяга теперь Бай'ат тахта шаджара, присяга под деревом, или присяга Ридван называется. И Аллах насчет этого послал аят из Корана, сурат Аль-Фатх, 18 аяте. Аллах говорит, когда мусульмане присягнули, их было 1400 сказано, истории, их было сказано 1500, то есть 1500. И среди них было 4 женщины. Одна из них была Умму Сальма, жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И они вышли на умру в ихрамах, вышли на умру без мечей, без доспехов вышли на умру. Чтобы сделать умру, единственное, кинжалы были, маленькие кинжалы обычные, баракаллаху фикум, без оружия. Не хотели они воевать, но курайшиты их заставляют, получается, выступить. Однако Бай'ату Ридван, почему он назван присяга Ридвана? Потому что Аллах был доволен их поведением. Под деревом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с пророком сподвижники присягнули пророку, саллаллаху алейхи вассалям, будут держаться 1500 человек до смерти, до конца будут держаться. Как говорится, стойко они будут себя вести, но не отойдут ни на миг от пророка, саллаллаху алейхи, этой присяги. Это и называется настоящее братство, это настоящая стойкость имани в исламе. И они вышли на умру, однако многобожники не оставляют верующих людей поклоняться должным образом. И когда они присягнули на смерть, тут многобожники испугались
когда многобожники испугались, баракаллаху фикум, и Аллах послал за их нестойкость аят, и сообщает Аллах им радостную весть, что Аллах им доволен, что им будет рая за эту присягу, что они стойко прошли вместе с пророком, саллаллаху саллям, на шариате, на джихаде, на пути Аллаха. И после этого, дорогие верующие, и также Аллах сообщает через пророка, саллаллаху саллям, что они избавлены от ада. Эти 1500 человек, баракаллаху фикум, или 1400, как в других версиях приводится. И Аллах послал аят суру Фатхи: «Лакад радияллаху анил му'минина ид юбайи'унака тахта аш-шаджара, фа'алима ма фи кулубихим фаанзала ас-сакината алейхим ва асабахум фатхан кариба». Аллах доволен ими, верующими людьми, когда они присягали под деревом. Помните, мы Газватуль Хунейн рассказывали вам: «О, люди присяги, дерево», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал их, саллаллаху алейхи ва саллям. «О, люди сурту Бакара, тот, кто выучил сурту Бакара, идите обратно». Итак, Аллах дальше нам сообщает: «Фа'алима ма фи кулубихим». Аллах узнал положение сердец этих верующих людей. «Фаанзала ас-сакината алейхим». Аллах послал им спокойствие. У всех людей есть страх, однако Аллах их подкрепил спокойствием, дорогие верующие. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. И Аллах им даровал открытие после всего этих трудностей до этого. Это был 6-й год Хиджры, дорогие верующие. И после этого кого они послали многобожники, когда они стойко себя показали, с любой группой, скажем, любым государством, кто стоит стойко на своих позициях, конечно, захотят договориться, потому что они сильные, только договариваются сильные вместе с сильными. Итак, дорогие верующие, Сухейль бин Амра они послали. Кто такой Сухейль бин Амр у курайшитов? Он был опытный человек, он был проницательный человек, он пошел договариваться. И тут рассказывается в истории, когда-то курайшиты же опровергли, чтобы договориться с Усманом бин Аффаном и этой делегацией, и слышно, что Усмана убили. А тут они посылают уже Сухейль бин Амра. И Сухейль бин Амр был опытный человек и проницательный. После этого, дорогие верующие, какие условия? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, согласился на Сухейля, то есть договор вместе с Сухейлем сделать перемирие, сделать договор, сделать. И удивились подвижники, какие условия, посмотрите. И эти условия, получается, эти 7 условий, унижение исламу, притеснение ислама мусульманам, если посмотреть. Однако это Аллах назвал, дорогие верующие, открытие, потому что они стояли стойко кинжалами, стойко стояли в одном ряду, подчинение одному имаму, подчинение шариату, подчинение закону Аллаху. И Аллах им помог, дорогие верующие. Но когда разбегаются по группам, делают группировки, Аллах не дает помощи. Аллах не дает помощи, дорогие верующие, как положение сегодня исламской уммы. Первое этих условий перечислю, что мусульмане должны аньярджиу или мадинати. Мусульмане должны вернуться, первое условие, в Медину обратно к себе, не делая умру. Но мусульмане, конечно, недовольны, они вышли делать умру, принесли с собой еще верблюдов пожертвовать. Второе условие у них было: мин хаккиль муслимин аньяхтуль амаль кадим. Второе условие: следующий год придете, на следующий год придете, и так сделать свои обряды поклонений. Третье условие у них было: тальтазимун курайш би адами таарудиль муслимина хатта хина идхулун Макка би ай нау мин азаб. Мушрики не будут притеснять вреда посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульманам. Это тоже был третий пункт. Четвертый пункт: ялтазимуль муслимун би адами хамли силах, что мусульмане, когда будут идти на паломничество, не принесут они в Мекку оружие. Был такой пункт. Илля силяху ракиб, обычно легкие оружия называется как кинжал. وَيَبْقَوْنَ فِي مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَدْ. 3 дня только они останутся в Мекке, сказано. Пятое условие у них было, что договор будет на 10 лет. Итак, 10 лет договора. Шестое: يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد على قريش كل من جاء من أبنائه بغير إذن وليه وليس على قريش ذلك. Если мусульманин примет ислам в Мекке и придет сюда, в Медину, мусульмане должны отдать мусульманина обратно мекканцам, ихним же многобожникам, который убежал от притеснения.
Седьмое условие будет у них. Ман ахабба ан ядхуля фи акди Курайш, тот, кто желает зайти в союз Курайши, заходит. Также тот, кто желает в союз пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, зайти, также заходит. Без проблем. Седьмое условие. И сподвижники были в шоке от этого договора. Сподвижники недовольные. Как могут быть сподвижники недовольны, мы скажем, баракаллаху фикум. Однако, стал Умар бин Хаттаб. До этого, до Умар бин Хаттаба, как он стал, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал Али бин Аби Талибу записать этот договор. Записать. И он писал бисмиллахир рахманир рахим. И он сказал Сухейль: я не знаю, кто такой Рахман. Напиши бисмика Аллахумма. Именем Аллаха. Итак, он написал именем Аллаха только. Посланник Аллаха сказал: убери тогда Ар-Рахман имя. Он пошел на уступку, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, опять. И так дальше. От посланника Аллаха было написано. И опять Сухейль недоволен. Он же был проницатель. Если бы я тебя признавал бы, говорит Сухейль, я бы не противоречил бы тебе. Я бы последовал бы за тобой. Ты являешься всего лишь Мухаммад бин Абдулла. Запиши, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это же тоже истина. Он является Мухаммад сын Абдулла. И записал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Это тоже истина. Однако, то, что мы пишем в договорах, некоторые говорят, нужно уступать. Видите, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже уступал. Но то, что ты уступаешь, не должно быть явным грехом. Не должно быть явным предательством. Итак, дорогие верующие, после этого написал Али бин Аби Талиб, как сказали. Итак, после этого договора сподвижники недовольны. Но во время этого договора пришел притесненный, убежавший оттуда Абу Джандаль, из Мекки он убежал. Это сын Сухейля. Этого человека, который пришел до договора, и он является его сыном. Факат кадима шабу мин Курайш, он курайшит, пришел оттуда в оковах. И он говорит: ашхаду ла иляха илляллах, я мусульманин, дайте мне убежище. Он говорит: Абу Джандаль, он сын Сахля бин Амра. И после этого, и он еще требует, недовольный был он, сгорелся этот отец, когда увидел, что его сын убежал из Мекки, принял ислам, в Медину пришел, он просит убежище. После этого сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям: подожди, Абу Джандаль, подожди, еще договор не закончился. И сподвижники тоже недовольны, как можно отдавать Абу Джандаля, который пришел, просит убежище, притесненный. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: отдавайте, отдавайте. И сказал Абу Джандаль: а урадду иль мушрикин, как можно? Меня отдают обратно многобожникам, когда я пришел с исламом, когда я пришел, прошу у вас убежище. А тут идет договор. Просто он должен был прийти раньше, имеется в виду. После договора уже опоздал, называется. Я Аба Джандаль, посланник Аллаха сказал, делал насиха: прояви терпение, Абу Джандаль. Будет выход из этого положения. Тебе будет награда за это. Будет выход из этого положения. И Абу Джандаль зашел в историю ислама. Как Абу Басир. После Абу Джандаля, когда отдали Абу Джандаля, также приходит Абу Басир, его тоже многобожникам отдают. И Абу Басир, что он сделал? Убил своих двух этих конвоев, охранников, убил из них двух, и также Абу Джандаль спасся, и также Абу Басир спасся. Они создали около моря лагерь, и их называется партизанский отряд теперь. Некоторые студенты невежественные, что они говорят, что в исламе нету такого партизанского отряда, потому что их не признали. Два стороны договора. Мушрики и мусульмане, а это третья сторона получается. И эти партизаны теперь, Абу Джандаль, Абу Басир, набегают на самом-то деле на караваны курайшитов. Убили двоих. И теперь после этого, дорогие верующие, они как освободились от этого, как говорится, пленения. Абу Джандаль, как он понял, что посланник Аллаха сказал: прояви терпение, он послушался посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И посланник Аллаха сказал: будет выход из положения. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, не нарушил договор. Как договор есть, он сделал. Отдал. Это дальше их дело. Не проявили они стойкость, не смогли они держать своих пленных, не смогли. Это ваше дело, мы вам отдали. Там сами разбирайтесь. Мы по договору идем.
Вот такие мусульмане хорошие, альхамдулилля, стойкие и дерзкие. Пока их не признают, пока этих, как говорится, партизанов, пока этих партизанов не признают, или скажут разрушить договор, или не признают, они получаются свободны. Куда могут они нападать? На любой караван курайшиты могут нападать. Истории ислама, как это пришло. Фастакама Сухайль ма'аху или Макка. То есть фастакаху имеется в виду. Сухайль взял его, повел на самом-то деле Мекку, а из Мекки, то есть до Мекки не дошел. Абу Джандал не дошел до Мекки. Баракаллаху фикум. Лам ястати'у ан ятасаввуру. Мусульмане не могли представить, как я сказал, какой это договор несправедливый. Умар бин Хаттаб, Умар бин Хаттаб встал и сказал: «Я Расулаллах, аласта Расулаллах хакка, разве ты не посланник Аллаха истины?» И также в другой версии Сахихайна приводится: «Разве мы не на истине, а не на лжи?» Посланник Аллаха сказал Умару: «Баля, я посланник Аллаха. Разве они не многобожники?» Посланник Аллаха сказал: «Конечно, они многобожники. Разве можно унизительным образом уступать свою религию, да не имеется в виду опозориться, ущемлять религию и мусульман? Можно, я Расулаллах, говорит Умар бин Хаттаб, недоволен Умар бин Хаттаб действием посланника, саллаллаху алейхи на договор. И так он после этого, факаля лаху Расулаллах, саллаллаху алейхи, да, я посланник Аллаха, и я не ослушаюсь Аллаха, я являюсь рабом Аллаха, его посланником, и я не противоречу приказам Аллаха, и я не оставлю дело Аллаха никогда», сказал посланник, саллаллаху алейхи. Иногда подчиненные не понимают, что делает правители мусульман, шариатские правители, я имею в виду. И так дальше. «Каля я Расулаллах, валаста кунта тухаддитуна, анна санати л-байта фанатуфу би». Разве ты нам не говорил, что мы пойдем в Мекку и сделаем умру? Умар не понимает еще. Правитель мусульман после этого стал. Не понимает? Видите ревность мусульман, посланник, саллаллаху алейхи, бережет, дорогие верующие. Берегите ревность мусульман за эту религию, за мусульман. Итак, дорогие верующие, «Баля фаль ахбартука анна нахтихл а». Посланник Аллаха сказал: «Конечно, я сказал, что мы пойдем на умру. Однако я тебе сказал, в этот год это будет умра». Не сказал посланник, саллаллаху алейхи, что будет умра в этот год. И после этого Умар бин Хаттаб идет Абу Бакр Сиддику. То же самое он говорит Абу Бакр Сиддику. И Абу Бакр Сиддик сказал ему проявить терпение. Посланник, саллаллаху алейхи, как говорится, лучше знает, что он делает. И он не ослушивается приказ Аллаха. Он не оставит дело Аллаха, сказал Абу Бакр Сиддик. И мы верим посланнику, саллаллаху алейхи, дорогие верующие. Итак, «Тумма хараджа Расулаллах, саллаллаху алейхи, аля асхаби». И после этого пророк, саллаллаху алейхи, вышел своим сподвижникам. И он сказал, что им? Сделайте жертвоприношение. Они же пошли на обряд поклонения, принесли с собой жертвоприношение. И он сказал: сделайте жертвоприношение. Хадия называется. Дому Аллаху делать жертвоприношение. Жертвоприношение ради Аллаха режут. Дому Аллаха должны принести жертвоприношение. Итак, дорогие верующие, когда идут они в паломничество. После этого, дорогие верующие, должны были побрить голову. Однако все ничего не делают. Не слушаются посланника, саллаллаху алейхи, в шоке. Что творится? Подчинению посланнику, саллаллаху алейхи, оставляют. И после этого посланник, саллаллаху алейхи, боялся гнева Аллаха. Он был в шоке, как говорится, в поте, в шоке. Посланник, саллаллаху алейхи, не знает, как быть теперь. Жена пророка, саллаллаху алейхи, советует Умму Сальма. Когда он зашел в палатку: «Я Расулаллах, что с тобой? Такое-то положение». Она ему говорит: «Я Расулаллах, молчи и делай. Они же за тобой следуют. Делай, принеси жертвоприношение. Побрей свою голову, покажи всем». Видно, иногда приходится имаму, алиму, шейху показывать какой-то вид поклонения, как пророк, саллаллаху алейхи, показывал, как нужно делать хадж, как нужно делать намаз, как нужно другие обряды делать. Иногда приходится показывать. Это не является, дорогие верующие, показуха, а учить людей называется талим. Баракаллаху фикум. И посланник, саллаллаху алейхи, сделал то, что сказала наша мать Умму Сальма, радийаллаху анха. И сделал. И последовали сподвижники. И посланник, саллаллаху алейхи, отправил 20
как говорится, верблюдов, 20 верблюдов в Мекку, внутрь Мекки, чтобы там принесли жертвоприношение и раздали мясо бедным людям, нуждающим людям. И Аллах посылает такие аяты, дорогие верующие, Сурат Фатхи. Эти аяты было для посланника, саллаллаху алейхи, открытие Мекки. Аллах сообщает ему, что Мекка будет открыта. Видите, газва стала газва без оружия. Сегодня столько бывает оружия, но люди не стойкие, люди колебаются, люди не понимают, для чего они вышли. У них должна быть цель только одна — довольство Аллаха. И Аллах говорит: «Инна фатахна лака фатхам мубина». Мы тебе открыли явные открытия. «Лияхфири лака Аллаху ма тақаддама мин дамбика ва ма тааххара». Чтобы Аллах тебе простил твои грехи, прошлые и будущие. «Уятимма ни'мату алейка». Чтобы Аллах осуществил свое благо над тобой. «Уятимма ни'мату алейка ва яхдика сирата мустакима». Чтобы тебя направить на прямой путь. Прямой путь. И это открытие Мекки. «Ва янсурака Аллаху насран азиза». И Аллах, чтобы тебе помог явной и могущественной силой, чтобы Аллах тебе помог. Стойкость их не байату ридвани, под деревом. Стойкость их, подчинение их посланнику, саллаллаху алейхи, когда они видели дела, посланник, саллаллаху алейхи, этого делать, они начали делать. Последовали за посланником, саллаллаху алейхи. И так дальше. И Аллах тот, кто послал спокойствие их сердца. Да, стойко они проявили себя. «Лияздаду имана ма иманихим». У них была вера, и этой верой дальше, чтобы вера увеличивалась, и Аллах дает нам знать, что вера у нас увеличивается. Итак, «Валиллахи джунуду самавати валь ард». Если ты не поможешь этой религии, если ты отстанешь от этой религии, не будешь помощником этой религии, то у Аллаха есть войска небес и земель. Аллах не нуждается в предателях, дорогие верующие. «Вакан Аллах алиман хакима». Поистине Аллах все знающий, Аллах мудрейший, говорит, дорогие верующие, Аллах сам сообщает. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة, дорогие верующие. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حِكْمَةً. Знайте, что у Аллаха есть мудрости, Аллах испытывает, Аллах дает нам примеры, дорогие верующие, через историю пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, чтобы мы не брали другой пример, кроме пророка и сподвижника, дорогие верующие, чтобы мы не искали себе лидеров, кроме пророка, саллаллаху алейхи, тот, кто следует за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи, дорогие верующие. Это вера верующих людей, лидеры, на самом-то деле посланник, саллаллаху алейхи, дорогие верующие, у кого нет ошибок. Аллах его защитил, и Аллах сообщает в Сурат Фатхи, что Аллах простил его грехи прошлые и будущие. Нет у него грехов, а все мы с грехами, дорогие верующие. И Аллах нам говорит в Сурат Бакаре: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Быть может, вы что-то презираете, Аллах говорит, и то, что вы презираете, это является лучше для вас, говорит Аллах, то, что вы презираете. Быть может, что-то вы любите, а это то, что вы любите, быть может, хуже для вас, говорит Аллах. И Аллах говорит: «Валлаху я'лам», Аллах знает, а вы не знаете. Кто может быть лучше для тебя, кто твое предопределение предопределил? Аллах лучше знает, что для тебя предопределил, что является лучше для тебя. Баракаллаху фикум. Надейтесь на Аллаха, дорогие верующие. И посланник, саллаллаху алейхи, сделал это сульхуль Худайбия, и собрал он. Даже, как мы сказали, не понимали сподвижники, не желали такого сподвижники, однако в конце они поняли, дорогие верующие, как Аллах сказал: «Инна фатахна лака фатхам мубина». Мы тебе открыли явное открытие. Эти переговоры стали что? Раньше они не считались с ними мусульманами в Медине, не считались они, а теперь начали они считаться с мусульманами. Баракаллаху фикум. Итак, Аллах сказал в Сурат Фатхи 5 аяте: «Льюдхил аль-му'минин валь-му'минати джаннатин таджри мин тахти аль-анхар халидина фиха ва юкаффиру анхум сайyi'атихим ва кана далика инда Аллахи фаузан азима». Чтобы завести верующих людей, Аллах сказал, верующих женщин, в райские сады, которые текут под ними реки, райские реки, вечно, фиха,
и чтобы Аллах простил им их недостатки, их грехи. И у Аллаха, дорогие верующие, является великой участью. Итак, что сказал нам Бара бин Азиб, ради Аллаху анху, сподвижник? Вы считаете, он сказал, туаддуна антум фатха Макка, вы считаете открытие Мекки, ванахну наудду фатх байату ридван. Но мы, однако, считаем открытие присяги, довольство Аллаха под деревом. Под деревом, дорогие верующие. Йом аль-Худайбия называется. Это считают сподвижники, потому что Аллах ими доволен. Довольство Аллаха, ради Аллаху анху маджмаин. Итак, дорогие верующие, много пользы извлекать из этого рассказа. Много пользы извлекать из этого рассказа, как ученые извлекают. Однако, из-за этого теперь посланник, саллаллаху салям, дает нам знать, что он не вышел ради пролития крови. Пророчество не пришло ради пролития крови, ради разбойничества, ради чего-то. Как осуждают ислам и мусульман люди, пророк, саллаллаху салям, дает он знать, без оружия он пришел. Дайте нам поклоняться Господу Богу одному, Аллаху субхану ва тааля. Не дают многобожники. Но когда мусульмане стойко вместе стояли на одном позиции, на одном идеологии, на одной вере, Аллах дал им победу. И как сказал Бара бин Азиб, мы считали победой байату ридван, дорогие верующие. Итак, дорогие верующие, пользы извлекаемые, уроки извлекаемые очень много, как мы сказали. Важность совета пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, доказывается также. Если мусульмане, у них нету совета в школе, в классе, в мечети, в городе, военный, разные советы разных уровней. Нету совета, значит нету результата. Нету совета, значит нету результата. Одна организация себя считает главной, другая группа себя считает главной. Они наоборот теряют время, теряют денег, исраф делают, харам делают, они получаются, дорогие верующие. Тратя времени, трата денег, это исраф, дорогие верующие. Когда нету совета, дорогие верующие, для определенных целей, как многобожники смогли построить Каабу. Как мы рассказывали истории, что многобожники смогли построить Каабу, когда они сделали один совет. Но черный камень поставил только самый чистый человек, самый лучший человек. 3 дня, 4 дня, 5 дней они между собой спорили, готовы были многобожников убивать друг друга, чтобы поставить этот черный камень. Однако Валид бин Мугира сказал, тот, кто зайдет через эту дверь, если вы желаете, согласны, он поставит черный камень. А кто зашел через эту дверь? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, самый лучший человек. И он объединил даже многобожников, чтобы они не пролили кровь между собой. Объединил. Что он сделал? Поставьте скатерть, он сказал. Положил камень на скатерть, чтобы все многобожники участвовали в строении Каабы. С какими деньгами? Чистыми деньгами. Не построили Каабу должным образом, как с этой круглой стороны. Не построили, не достроили, потому что халяльных денег не было. Халяльных денег не было. И многобожники единогласно решили, что только халяльные копейки зайдут туда, в строение Каабы. Только халяльные. Если мусульмане будут халяльным образом действовать, как в строении Каабы. Общество построить, дорогие верующие, здоровое общество. Итак, дорогие верующие, рассказывать очень много. Кафира ма ясташиру асхабу, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, очень много советовался с подвижниками, даже со своей женой. И она дала очень правильный совет, чтобы решить проблему с подвижниками. Умму Сальма, ради Аллаху анха. Итак, дорогие верующие, как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, также дает нам знать, что любовь сподвижников ради этой религии, ради посланника, ради братства, ради мести за Усмана бин Аффана, за честь мусульман, один за всех и все за одного они понимали. Они понимали, что такое притесненные, они понимали, что такое помощь для ислама мусульман. Они свое эго оставили у себя дома. Они вышли ради ислама, дорогие верующие. И после этого также какие уроки извлекаются из истории? Ильтиджау ил Аллахи та'аля. Они постоянно просили у Аллаха. Они ждали, что помощь только приходит от Аллаха. И Аллах сообщил им. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Поистине после трудностей много, а легкости, облегченности еще больше Аллах дает нам знать этих аятов, дорогие верующие.
После этого также какие пользы извлекаются? Мягкость пророка, саллаллаху, с подвижниками. Тот, кто не понимает, тот, кто в замешательстве с подвижником, как Умар бин Хаттаб и другие сподвижники в замешательстве. Что делать? Какое перемирие? Притеснение мусульманам. Мягко посланник, саллаллаху, объяснял, как для ребенка, разжевывал, как говорится, объяснял он, посланник, саллаллаху, не спешил он, дорогие верующие. Какие уроки также извлекаются? Присяга сподвижников. Мы от своего дела и имана ислама, открытие Мекки, не отступим, умрем, но не сдадимся, как говорится. Победа и рай, как говорится, дорогие верующие. Итак, момент Дурузи. И также какие уроки? Что эта община должна быть единая. Страсти, секты, они должны остаться у тебя дома. Когда касается единства этой уммы, это есть единобожие, дорогие верующие. Единство умма, значит, ты говоришь своими убеждениями сердца, словами и делами, будешь единым, дорогие верующие. И так много польз, дорогие верующие. Из этих польз также, что многобожники узнали, что как мусульмане уважают друг друга, как они сохраняют договора. Через 2 года многобожники сами разрушили этот договор, и после этого посланник, саллаллаху алейхи, освобождает Мекку, дорогие верующие. У инфовайде также польза из этого, что мусульмане думают об общем пользе всех. Мусульмане, не мусульман, чтобы не проливать крови мусульман и не мусульман, чтобы не разрушать, дорогие верующие. Но мы же тоже люди, дорогие верующие. Мы же тоже должны жить. Если мы будем отступать каждый раз верующий, если отступает, то тогда враг наглеет все больше и больше. Баракаллаху фикум. Екфи также достаточно, что многобожники признали и сели за стол переговоров. Это есть победа, что все многобожники мира услышали, что маленькая горстка мусульман посадили их на стол переговоров, когда они стойко были на одном позиции. Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. И также пользу очень много извлекать, дорогие верующие. Многобожники также раскололись между собой после этого, дорогие верующие. И Аллах дал победу открытию Мекки. И самая большая польза, дорогие верующие, как мы сказали, что кровь, души и распространение да'вата стало после этого всего сульх-аль-Худайбия. Мусульмане дали понять, что вы свободны. Мы не нуждаемся, когда они открыли Мекку после сульх-аль-Худайбия, что вы свободны. Мы не пришли вас убивать. Сложите свое оружие. Не наша цель проливать, не мстить, если вы явные преступники. Итак, дорогие верующие, много других польз, дорогие верующие. Мы должны следовать за пророком, саллаллаху алейхи, дорогие верующие. И это тоже очень великая польза. Если будем следовать за посланником, саллаллаху алейхи, Аллах даст нам победу. Аллахумма адж'альна гудаята аль-мухтадин. غير الضالين ولا مضلين اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إننا نشهد أنه بلغ الرسالة ونسعى الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر مستضعفين اللهم انصر مستضعفين في كل مكان اللهم انصر مستضعفين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم احفظهم اللهم احقن دماءهم اللهم انصرهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في العراق اللهم انصر اهل السنه والجماعه في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنت أهل السلام